5 липня 1990 року на Вічовому майдані у гуцульському місті Коломия урочисто відкривається перший Всесвітній собор духовної України. З усіх усюд з'їхалися до Коломиї українці заради ідеї відродження української мови і культури, заради врятування української духовної спадщини, заради свого духовного єднання. Своїми думками, як побудувати світлицю національної згоди, поділились народні депутати, вчені екологи, письменники і артисти. І словом-зверненням виступив ініціатор і натхненник Духовного собору, письменник Олесь Бердник. Дорогі сестри і брати, як сказав великий мислитель Реріх, якщо в поході за нами в переслідуванні вам сподобається храм Христа і Божої Матері, входьте в нього, вороги, бо віднині ви стаєте друзями. Ви прилучаєтеся до робочого воїнства Матері світу. Воскресіння духовності українського народу гряде. Чи не один з доказів монолітний, багатотисячний хресний хід на Воскресенецьку гору. Состояние православия было такое шаткое, в человеческом понимании. Политики хотели церковь, значит, от Христа отнять и стать во главе церкви, чтобы церковь стала политическим инструментом. Церковь стояла. Хотя многие на Западе отпали, но это, наверное, те, которые были от нас, но не наши. Под давлением уходили. Как же так? Все украинцы, ты москаль тут. И был буквально случай, что два священника, друзья с детства, кумовья, дружили с семьями. Держались долго, несколько лет держались. Потом друг один ушел. И тот, оставшийся в нашей церкви, пришел ко мне другой, не плачет. Как пережить, говорит? Отец сказал, что я москаль. Но мы же с одной тарелки кушали. Когда униаты разбивали храм или захватывали храм, каждому давалось какое-то долларовое вознаграждение. А священник, который сам переходил, это мне один сказал, который со мной учился, давали до 10 тысяч долларов. И вся беда в том, что если бы священники сами не переходили в раскол, народ сам бы не пошел бы. Для урегулирования спорных вопросов между православными и униатами была создана четырехсторонняя комиссия, состоящая из представителей Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви и Ватикана. На переговорах храмы делились исходя из объективной ситуации. Если в селе два храма, один отдается униатам, другой православным. Если храм один, он отходит большинству верующих, для меньшинства строится новый. Комиссия тщательно рассмотрела положение дел в епархиях. Единогласно были поделены храмы. В марте 1990 года, когда работа комиссии успешно завершалась, униатский архиепископ Владимир Стернюк в одностороннем порядке прервал работу комиссии. Началась новая волна захватов храмов. Храмы начали захватывать как-то так стремительно, буквально стремительно. И когда поменялась власть, к власти пришли люди, я бы сказал, такие неверующие, которые в то время пошли на сторону греко-католиков. Вот. И они греко-католики почувствовали, что это на их стороне власть. Вот и они уже спокойно начали, как будто бы штурмом, уже даже некоторые храмы штурмом разбивать замки в храмах и выталкивать нас прямо оттуда, и занимали таким образом храмы и уже не пускали. Вы знаете, меня в доме стали меня обходить и дразнить. Вы наш православный. Я не осознавала это, как это так, говорю, как возможно. Делить. На улице меня перестревали, сбоку, сзади говорили всяческие фразы, все. Знаете, как-то я даже не среагировала, что вот,
И что, нет такого верования. Я с одним просто открыто, знаете, нет такого греко-католики, греки православные, а католики слева направо, говорю, чего, говорю, чушью занимаетесь, я говорю. Ну, ми їх ніколи не зачіпали. І ніколи ми їхнього храму не зачіпали. Вони гонили нас. Я пам'ятаю, як в Вишнівці ми відстоювали свій храм. Стояли, і діти стояли всі, вони гонили нас, кидали жінками. Син підбігає, матір, каже, за що ж ти її б'єш? На руки підхоплює матір, вони гонили, їх так били. І забрали, відрізали замки і забрали. Забрали храм. Ми стояли там, молилися. Цілий день стояли, діти молилися, всі люди стояли. На другий раз забрали його. Наша братья долгое время выезжала и отстаивала вот православный храм, который был в Львове. Но братья говорила, что уезжая или приезжая туда на место, то их забрасывали там бумагами, ну, песком, обзывали. Ну и вот в конце концов все ж таки вот уняты выгнали православных из этого собора. Штурм Львовского кафедрального собора Святого Юра стал кульминацией униатской экспансии в западных епархиях Украины. Прихожане и прибывшая помощь из Почаевской лавры непрерывно дежурили, обороняя святыню. Невзирая на решимость верных, правящий львовский епископ Андрей Горок втайне от паствы отдал ключи униатам. Захват храма произошел 12 августа, после чего Львовский областной совет принял задним числом решение о передаче собора униатам. Из 19 львовских храмов он был уже 18-м переданным греко-католикам. В целом же по региону к Пасхе 1990 года ситуация была такова. Львовская область захвачена свыше 200 храмов, Ивано-Франковская область – 140 храмов, Тернопольская область – 30 храмов. Мне казалось, что Львов, Галичина – это как бы естественный процесс для тех людей, потому что менталитет ихний отвечает ихним поступкам. А на Волыни этого не произойдет, потому что здесь совершенно другой менталитет людей. Но я ошибся. Раскольники почувствовали для себя такую благодатную почву, потому что была всесторонняя поддержка со стороны государственных структур. Это и исторически обусловлено. Раскол церковный, который сделал луцкий митрополит Поликарп Сикорский во время Великой Отечественной войны, он проходил на Западной Украине, и многие, которые тогда поддерживали активно раскол, включились и сейчас, в начале 90-х годов, и начали рьяно поддерживать этот раскол. Вторая генерация ОАПЦ начиналась на Волыни. В 1941 году, когда часть украинских земель была оккупирована фашистами, епископ Луцкий Поликарп Сикорский обратился к митрополиту Варшавскому Дионисию с ходатайством благословить создание Украинской автокефальной православной церкви. Прошение было удовлетворено. И с 7 по 10 февраля 1942 года в Пинске проходил собор епископов, провозгласивший автокефалию. После освобождения Украины почти все автокефальные епископы и большая часть клириков эмигрировали в США и Канаду. В начале 90-х они активно поддержали новую генерацию раскольников. Бачите, йдуть і православні церкви, йдуть, ламають, зривають замки, уходять наглим образом і все займають. Вони хочуть все завоювати, щоб то була українська катехфальна церква. Я не восприймаю тої служби і тих слов, і я сама українка, то Україні ніхто нас не віднімає, а то є спокон віков православ'я. Було таке ганяння у нас. Йдемо на Пасху святити, нас перестрівали, кошики забирали, били нас, що ми йдемо в святий храм. От, ми не взирали на то, без кошика підемо, Пасху забрали, але ми в храм ходили і ходимо. Собирали людей, автобусы приезжали и делали шествие. Вот, и кричали «Ганьба, ганьба Московской церкви». Заходили в храмы, разбрасывали людей, толкали. Вот. В общем, было такое непонятное и ужасное. Ну, можете представить, на Буковине народ верующий. Вот. И вдруг приходит он, одетый в облачение,
с Христом, врывается в алтарь. Вот, конечно, не пускают. А пока он идет до алтаря, они ногами бьют людей, там, прихожан. Знаете, возмутительно вели себя. Количество захваченных раскольниками храмов росло. А между тем препятствием к созданию епархии УАПЦ было то, что Иоанн Боднарчук оставался единственным архиереем среди автокефалистов и поэтому не мог рукоположить новых епископов. Вторым архиереем стал лишенный диаконского сана бывший клирик Тульской епархии Виктор Владимирович Чекалин, именовавший себя епископом истинно православной церкви Викентием. 24 марта 1990 года Боднарчук и Чекалин совершили первую епископскую псевдохиротонию. С этого момента начался стремительный рост кадров УАПЦ. Священниками и епископами зачастую становились люди, не имеющие духовного образования, не прошедшие необходимые степени священства. Семейное положение также не принималось в расчет. Трижды я отказывался от епископской хиротонии, но все-таки в четвертый раз мне заявили, что ты не за Украину или не украинец, не патриот своего народа. Раз так, давай иди. Ну ладно, я уж пошел. Когда на этих всех собраниях ихних, синодах, соборах, я все увидел это. Там больше раскрылись глазами, больше начал всего понимать. Я все-таки спрашивал неоднократно и того епископа, и того, ну скажите, ну кто нас вызнает, признает, что мы каноническая церковь и так дальше? С кем мы будем вселенским православием иметь общение какое-то? Нет. Нас пока еще не вызнали. Если мы не признаем себя, сами себя не признаем, тогда нас никто не признает. Разросшаяся раскольничья авантюра требовала придания ей вида законной канонической церкви. 5 июня 1990 года в Киеве состоялся Всеукраинский собор Украинской автокефальной православной церкви, который руководствовался не канонами православной церкви, а липковскими канонами, принятыми на соборе ОПЦ в 1921 году. Поскольку Константинополь не давал ответа на просьбу раскольников принять их под свой амафор, было решено избрать патриархом киевским и всея Украины Мстислава Скрипника, возглавлявшего ОПЦ за границей. Местоблюстителем патриаршего престола с возведением в сан митрополита Львовского и Галицкого стал Иоанн Боднарчук. 92-летний патриарх, проживавший в США, на соборе не присутствовал и был избран заочно. Нам не давали нічого, ми і маємо ми, Україні, тільки те, що ми самі здобуваємо. Ми мало знаємо свою історію, то є біда. Що значить автокефалія? Це є, розумієте, є незалежність, це є вільність. Ні, не було і не буде Української автокефальної церкви віддільної. Не була. Вона тут була. Ми її тут створили. Церкву, Українську автокефальну православну церкву поза батьківщину інтаяспа. Український Єрусалим. І от ми її мусимо перенести, ми хочемо віддати ідею української автокефальної. Як він не має власної церкви, з власної диспозиції, то не є народ. Митрополит Мстислав Скрипник, племянник Симона Петлюры и его бывший адъютант, был известен как политик-националист с более чем полувековым стажем. Он стал епископом в церкви Поликарпа Сикорского еще в годы Великой Отечественной войны и к концу 80-х был последним оставшимся в живых из плеяды иерархов ОПЦ 1942 года. Раскольникам новой генерации он был необходим как живое знамя самостийности и преемственности в движении за автокефалию. К дальнейшей судьбе автокефального раскола в Украине имело отношение избрание нового патриарха Московского и всея Руси. После кончины святейшего патриарха Пимена 3 мая 1990 года местоблюстителем патриаршего престола стал митрополит Киевский и Галицкий Филарет, патриарший экзарх Украины. Он считался вторым по значению после патриарха архиереем Русской Православной Церкви. По традиции полагали, что местоблюститель является наиболее вероятным кандидатом в будущие патриархи. Когда перед собором я зашел на Пушкинскую,
И он мне говорит, ну вот, владыка, видишь, говорит, мне придется, наверное, в Москве быть, говорит. Потому что я буду, наверное, патриархом. Я уже думаю, кого назначить на мое место в Киеве. В этом ему дали уверенность представители КГБ. Они заверили, что он будет следующим патриархом. Он был выдающимся в то время иерархом, он был первым помощником патриарха, он ездил за границу, он приносил информацию, и поэтому он считал, что все то, что он делал для государства, государство должно сделать для него. Ну, как раз год избрания же патриарха, это намечались первые уже шаги, когда церковь принимала самостоятельное служение, и когда уже государственные структуры не имели такого сильного влияния на жизнь патриарха, священного синода и епископата. 7 июня 1990 года в Свято-Троице Сергиевой Лавре открылся поместный собор Русской Православной Церкви. Архиерейским собором были представлены 3 кандидата на патриарший престол: митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий Редигер, митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир Сабадан и митрополит Киевский и Галицкий Филарет Денисенко. В первом туре в результате тайного голосования 139 голосов было подано за митрополита Алексия, 107 за митрополита Владимира и 66 за митрополита Филарета. Он рассчитывал только на поддержку властей, а епископат и духовенство его уже давно не воспринимали, потому что знали не только его гордость, жестокость, но и знали его нравственные недостатки, и поэтому все были склонны к тому, что не может быть избран патриархом московским человек, который имеет недостатки моральные, и человек, который нарушил, попирал каноны церкви. И если бы выборы были открытыми, я не сомневаюсь, что он был бы патриархом московским и всей Руси. Но, к счастью, что Господь умудрил всех, руководство церкви, промысел Божий действовал здесь. И выборы были тайными, поэтому украинские владыки не боялись голосовать за того, за кого хотело их сердце. Там по процедуре надо было, чтобы один набрал больше 50% голосов. Ну и раз голосовали, второй раз, все не получается. Тогда Филарет встал и говорит, я снимаю кандидатуру. Но он был тоже такой, он умеет скрывать свои эмоции. И вот тут еще раз сделал один круг избрания и избрали святейшего патриарха Алексия. Думаю, какой благородный человек, как все-таки поступил очень так, высоко, духовно высоко поступил. Но, по-моему, теперь я думаю, что он уже тогда задумал, что он отомстит. Это был удар по всем его мечтам, по всем надеждам, удар по его планам на будущее, конечно. Он, наверное, решил нанести контрудар по Русской Православной Церкви. И он запланировал осуществить свои мечты и быть патриархом на Украине. Сразу после выборов патриарха в Киеве состоялось совещание епископата Украинской Православной Церкви, на котором было принято обращение к святейшему патриарху Московскому и всей Руси Алексию II о предоставлении Украинской Православной Церкви независимости и самостоятельности в управлении. Для всестороннего изучения поставленного вопроса была создана специальная комиссия, а сам святейший патриарх Алексий II вскоре после интронизации выехал в Украину, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации. Во время архипасторского визита патриарх посетил Киев, Чернигов, Луцк, Почаевскую лавру. Когда был поставлен вопрос о предоставлении широкой автономии в решении внутренних, хозяйственных, учебных, финансовых, административных вопросов, мы с пониманием к этому отнеслись, потому что Украина территориально огромная страна с большим количеством и храмов, и верующих, и обителей. Это был первый визит. Я вспоминаю это с большой теплотой, потому что тогда еще мы не разделялись. Да, и на
это было укрепление православного единства, и никаких еще демонстраций против визита московского патриарха тогда не было. Было более 600 больших автобусов, по улицам они расставляли. И где-то около 5000 легковых автомобилей, а в Почаеве 10 тысяч населения только. Вот. И машины грузовые ехали, просто открытые такие колхозные машины, ехали, масса машин ехала. Это было забито все народом. И никто там не кричал, никто не верещал, там, никто не протестовал. Все ехали, ну, как бы посмотреть на Святейшего, помолиться вместе со Святейшим. Визит Святейшего Патриарха напугал раскольников. Предоставление независимости Украинской Православной Церкви могло сделать бессмысленным их существование. Автокефалисты все чаще совместно выступают с униатами против православных. Боднарчук, называя униатов церковью-сестрой, в одном из своих обращений призывает их не помогать нашим духовным угнетателям РПЦ и УПЦ творить черное дело на Украине, издеваться над независимой украинской церковью, святыней нашего многострадального народа. 2 октября 1990 года постановлением Совета по делам религии при Совете министров УССР был зарегистрирован Устав об управлении Украинской автокефальной православной церкви. – 19 октября 1990 года в Киев из США прибыл Мстислав Скрипник. До этого в диаспоре прошел сбор средств на триумфальное продвижение ОПЦ в Украину. В своем обращении к настоятелям и управлениям парафий вне Украины патриарх Мстислав требовал: «Теперь, после официального признания нашей церкви, перед ней возникает гора проблем организационного порядка. Учреждение институции патриархата, интронизация первого в истории нашей церкви патриарха Киевского и всея Украины, поездка в Киев – все это требует совместных усилий и очень значительных средств». Вместе с представителями Народного Руха Украины патриарх Мстислав был радушно принят председателем Верховного Совета Украины Леонидом Кравчуком. Поддержка местных властей была обеспечена. Пришли с администрации, там, главы Тернопольской областной рады, там, и начали, значит, меня заставлять, что вот ты открой, он хочет приложиться к иконе, к мощам. Я говорю, это невозможно. Он приехал тут, учинил раскол. Они говорят, да нет, он приехал с частным визитом. Я говорю, если с частным визитом, ну почему он там служил, почему людей собирал? С частным визитом так не поступает. С частным визитом он должен прийти себя бескромно вести. Если он собирал людей, проповедовал там, все это не частный визит, это уже миссия, он с миссией приехал, я его не мог пустить. И мы не пустили их, закрыли, мы знали, что они подъезжают, мы закрыли ворота. Те очень были недовольны, представители власти. И они уезжали, Боднарчук покойный сказал, ну мы вас тут, значит, за это мы вам отомстим. Ну, по милости Божьей, здесь такого ничего не было, только они как-то угрожали. Приезжали сюда и говорили, что я организовался и крестный ход с Тернополя для того, чтобы захватить Лавру. Ну, приходилось там с осени до рождественских праздников ходить крестным ходом внутри монастыря. Ну и все ж таки Господь, как говорил благоверный князь Олександр Невський, что Господь не в силі, а в правді. Староста їхав з год, добивався за цей собор. Ну, коли вже добився, встановили, що нам дали цей собор. Через пару неділь владика там був Антоній, каже, нападають на нас собор. І потім наші тримали тут крепку охрану, дежурили днем і ночі і не допустили більше автокефалію. Раскол – это всегда трагедия для церкви, это разделение.
Потому что чем дольше раскол пребывает в расколе, тем он углубляется, и, главное, страдают верующие, которые не всегда разбираются в канонических нормах, не всегда осознают, что получают ли они благодать в тех, приступая к тем или иным таинствам, которые они принимают у раскольников. Киевская митрополия со времени крещения Руси князем Владимиром входила в состав Константинопольского патриархата. К XV веку под натиском ислама и крестовых походов некогда могучая Византийская империя пришла в полный упадок. Обессиленный Константинопольский патриархат не мог защитить православие от уняцкой агрессии. В 1686 году древнейшая на Руси кафедра вошла в состав Московского патриархата на правах автономии. Эти права, как и права русской церкви, были попраны реформами Петра I, попавшего под влияние Западной Европы. Автономия была возвращена в 1917 году, когда в России было восстановлено патриаршество. Последующие годы тоталитарного безбожного режима принесли новые гонения на церковь. – 28 октября 1990 года святейший патриарх Алексий II прибыл в Киев, чтобы торжественно вручить митрополиту Киевскому Томас о даровании Украинской церкви независимости и самостоятельности в управлении. Вы, смиренный Алексий II, Божьей милостью патриарх Московский и всея Руси, благословляем через настоящую грамоту силою Всесвятаго Духа быть отныне православной Украинской Церкви, независимой и самостоятельной в своем управлении. Широкая автономия, которая была предоставлена, она была больше, чем обычная автономия. Мы предоставили Украинской Православной Церкви независимость в решении всех внутренних вопросов, но мы сохранили молитвенную духовную связь. Эту тысячелетнюю духовную связь между нашими народами мы не имеем права, нам не дано разорвать, потому что эта связь объединяет наши народы. Пребывание в Киеве предстоятелей Русской Православной Церкви было омрачено действиями руховцев и раскольников. Накануне в Киев прибыли несколько сотен автобусов с боевиками из Галичины, которые заблокировали Софийский собор и требовали его передачи УАПЦ. Многие верные, монашествующие и духовенство Украинской Православной Церкви не были допущены к храму. Съехались националисты туда, со Львова, тут посвозили их там, и они там кричали, ну, хулиганили, обзывали, там всякие нецензурщины выражались, там, геть московского попа, кистка в горло, там, ну, такие всякие выразы. Филарет очень как-то спокойно себя вел при этом. И меня это тоже удивляло, как мы все переживали, мы все волновались. Вот. Филарет так, что, значит, там у него там был такой прислужник, и он там бегал туда-сюда, значит, каким-то был связующим там, и там долаживал Филарет, докладывал, что там то-то сделал, это. А Филарет так спокойно, и потом я так понял, что это было спровоцировано самим Филаретом. Уже на второй день после Софийского побоища в адрес Верховного Совета УССР
От имени епископата Украинской Православной Церкви была направлена телеграмма, в которой был высказан решительный протест против организованной политическими экстремистами провокации на площади Богдана Хмельницкого. Однако депутаты-участники беспорядков возле Святой Софии не понесли должного наказания. Наоборот, их действия были классифицированы как защита культуры и суверенитета Украины. Видя, что в Киеве можно безнаказанно избивать верующих, в западных областях активизировались действия униатов и автокефалистов по захвату православных храмов с применением физической силы, на что местные власти смотрели уже сквозь пальцы. Зволінням Святого Духа Священний помісний собор Української автокефальної православної церкви, що зібрався 18 ноября 1990 года в Софийском соборе состоялась интронизация Мстислава Скрипника. Куколь патриарха Киевского, сооруженный по образцу головного убора московского патриарха, надел патриарху-самозванцу бывший епископ Русской Православной Церкви Иоанн Боднарчук. Дорогий наш батьку, вручаю вам сьогодні цей куколь. Це є власть патріарха. Такий куколь носив Петро Могила, тільки він носив його чорним, тому що не мав права ще до ясного кольору. Прийми, патріарше Мстиславе, цей куколь, і хай він продовжить віка твої, хай він благословить тіло твоє, голову твою спасе від усього неожиданого. І нехай сьогодні у віках прославиться ім'я Твоє, святий наш, і рідний, і перший, Отче Мстиславе, патріарше Київський і всієї України. Амінь. Ни одна поместная православная церковь не признала Мстислава как патриарха. Никто не может сам себе присваивать наивысшее достоинство. ОАПЦ самочинно возвела себя в достоинство патриархата. Предоставлять поместной церкви патриаршее достоинство – это право всей православной церкви. Так говорил тогда предстоятель Украинской православной церкви митрополит Филарет, будущий заместитель патриарха Мстислава. Когда приехал Филарет в Луцк, то руховцы выступили против него и даже хотели перекинуть машину, перевернуть. Говорю: владыка, ваше блаженство, мы очень боялись о том, чтобы не случилось. И он сказал такие слова, которые меня очень поразили. Дорогие владыки, отцы и братья, если бы даже такое было случилось, что пролилась бы моя кровь, тогда нужно было меня похоронить здесь, свидетелем ревности апостольской православной церкви. И эта обезьяна, он сказал нам, Мстислава, которая принесла раскол на Украину, ей Господь не простит ни всем, ни в будущем веке. Лжепатриарх видел, что его не признают не только поместные церкви. Вожди раскола тоже смотрели на него, как на свадебного генерала. Перед своим отъездом в США он попытался сделать свою власть реальной. Учредил в Киеве патриаршую канцелярию. Управляющим делами был назначен епископ Антоний Масендыч, которому в это время едва минуло 29 лет. Престарелый патриарх надеялся, что он станет проводником его политики, но у молодого епископа были свои планы на лидерство. Местоблюститель патриарха Иоанн Боднарчук в канцелярию не вошел, а вскоре собор епископов УАПЦ потребовал от него доказательств действительности первых епископских хиротоний. Гордыня, она всегда человека вводит в область лжи. И они, находясь в этой области лжи, они все мнили, что у них будет какой-то, значит, какие-то духовные плоды сами собой пойдут, процветут, потому что они только стали вот такими фальными.
Но потом, когда начались реалии жизни, то и Боднарчук начал так увядать. Он приезжал в Черновцы несколько раз. Сначала первый раз пришли все посмотреть, думали, какое-то чудо. Потом увидели, что человек как человек. И уже второй раз приехал, уже людей меньше приехало. Третий раз приехало, людей меньше, еще меньше пришло. И так вот это их вот этот человеческая эта попытка что-то изменить в церкви, перестроить то, что Бог устроил, она имела тот конец, какой имеют и все такие подобные попытки. Как не было единства внутри раскольничей у АПЦ, так не было братского общения и между двумя ветвями церкви святого Владимира, как зачастую украинские националисты называли униатов и автокефалистов. В Галичине имели место повторные захваты храмов друг у друга. В городе Самбор Львовской области церковь Рождества Пресвятой Богородицы от униатов совместными усилиями обороняли две общины, поочередно служившие в храме. Одна принадлежавшая канонической православной церкви і другая раскольничья. А це Івано-Франківський міськвиконком. Його приміщення обрали для голодування протесту члени тутешньої общини православних християн. Про суть конфлікту розповідає отець Михаїл. На превеликий жаль, вже 47-му добу ми залишаємося в міській раді і проводимо піст-голодівку, спровоковану незаконними дискримінаційними діями місцевої влади по відношенню до громади Кафедрального собору Української православної церкви міста Івано-Франківська. Сам храм в неї був забраний рік тому назад руками уніатів. Слізні прохання віруючих Української православної церкви і самого архієпископа Феодосія просто ігнорувалися місцевою владою, що привело до таких крайніх заходів, до яких вдалася громада Кафедрального собору міста Івано-Франківська. Считали греко-католики, что это все их. Никакой православия там речи не может быть, и тем более о московской церкви, как называют нас. Массово переходили люди и шли к греко-католикам, но не по вере. А больше, знаете, я скажу вам, акции интересные. Вечером объявляет встречу там как кого-то, греко-католического священника, и раздают гуманитарную помощь. 91 год это было, второй это была такая нищета в народе, было очень, знаете, тяжело было людям. И пользовались этим моментом, привозили, конечно, эта гуманитарная помощь была в виде выделения продуктов. Так они один вечер давали там по банке масла постного или по бутылке, а второй раз давали крупу какую-то, и люди шли. Люди шли массово. Это все показывали тогда по хронике, по телевидению, по средствах массовой информации, что вот сколько людей возвращается в лоно греко-католической церкви. І ось народ Галичини вітає главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Мирослава Івана, кардинала Любачівського. Він повернувся на рідну землю після піввікового вигнання. Разом з ним прибули представники духовенства Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Франції, інших країн. Слава нашому патріархові! Слава! 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 Гостей вітає голова Львівської обласної ради народних депутатів В'ячеслав Чорновіл. Ваше блаженство, ваше високопреосвященство, преосвященні владики, всечесні отці, дорогі брати і сестри, існує закон історичної, а значить і Божої справедливості. Відбувається те, що мало відбутися. Починають відроджуватися українські національні церкви. Переступивши пороги престольного собору Святого Юра, моєї архіпастирської катедри, і зібравшись тут перед многотисячною масою нашого княжого городу Львова,
вітаю тебе, наш український народ, нашим древнім церковним привітом. Слава Ісусу Христу! В ході свого візиту, який тривав понад 2,5 місяці, кардинал Любачівський висловив бажання назавжди залишитися на Україні. Уряд Української РСР дав на те згоду. Віднині Львів знову стане офіційною резиденцією глави Української греко-католицької церкви. Римо-католическая церковь должна была бы сказать спасибо Русской Православной Церкви, которая в течение 50 лет духовно окормляла и тех, которые покинули унию, не знаю по каким, искренне или неискренне, и те, которые оставались в душе униатами. Они получали образование в наших духовных учебных заведениях. Остались ли верующие, если бы Русская Православная Церковь не окормляла бы тех, кто жил в западных областях Украины? Но никто не сказал спасибо, а произошел разгром 3 православных епархий. И можно было бы представить себе, если бы это совершалось в диком Средневековье, но когда это происходит в конце XX века, против церкви, которая названа Вторым Ватиканским собором церковью-сестрой, представить трудно. – 24 августа 1991 года Верховный Совет Украины провозгласил акт о государственной независимости. Украина вступила в новый этап исторического развития и своего становления как независимого государства. Многим в Украине искренне казалось, что получившая самостоятельность Украинская Православная Церковь сумеет теперь дать должный отпор притязаниям униатов и автокефалистов. Свидетельствовали о перевесе сил и статистические данные. К лету 1991 года в Украине было свыше 5000 приходов канонической юрисдикции против 1800 униатских и 1100 раскольничьих, многие из которых являлись фиктивными. В декабре 1991 года первым президентом Украины был избран Леонид Кравчук, в недавнем прошлом секретарь ЦК Компартии Украины по идеологии. Им был провозглашен лозунг «Незалежній державі, незалежну церкву». Украинской православной церкви предстоял новый раскол, еще более трагичный.